вот, свет ушел. Позвоните. Алло, алло, дежурная? Здравствуйте. Что у вас случилось? Свет у нас. Нет света. Ваша улица? Телефон? Номер заявки 15, время 11:00. Заявочка принята. Спасибо. На самом интересном. Что происходит после того, как в доме погас свет? Кто устраняет неполадки и следит за тем, чтобы в домах всегда было электричество? Сегодня мы вам расскажем, как это устроено в Якутскэнерго. Как только поступает сигнал об отсутствии электроэнергии, запускается цепочка по устранению и ликвидации неисправности. Дежурный оператор передает данные оперативно-диспетчерской службе. На данном этапе устанавливаются причины неполадок и при необходимости готовится выезд бригады. Наша служба занимается аккумулированием оперативной информации по всем центральным электрическим сетям. В наши сети входят 11 РСФ. Амгинский, Бердигостявский, Барагонский, Маинский, Намский, Покровский, Татинский, Тампонский, Чурапчинский, Эльдиканский и центральные районы электрических сетей. Центральный обслуживает Якутск и пригороды. В каждом РЭСе есть оперативно-диспетчерская группа, находящаяся в режиме круглосуточного дежурства. Оперативный диспетчер ведет сбор информации и оперативное руководство на своем уровне. Эта информация, согласно вертикальной иерархии, собирается в оперативно-диспетчерской службе. Здесь, в святая святых центральных электрических сетей, диспетчеры 24 часа в сутки без выходных следят за состоянием электросетевого оборудования в 11 районах Якутии. Данный оперативный щит показывает оперативное состояние магистральных сетей центрального РЭСа. Соответственно, от этих сетей зависит и электроснабжение всех заречных районов и районов Намского, Горного и Покровского РЭСа. В диспетчерском пункте центрального РЭС установлен диспетчерский щит, на который выводятся основные параметры режима работы энергоустановок. Современная система телемеханики позволяет в режиме реального времени отображать на рабочем месте диспетчера состояние энергооборудования на всех крупных подстанциях города и пригородных районов. Диспетчер, сидя на своем рабочем месте, дистанционно может управлять энергооборудованием и поддерживать его необходимый режим работы. Эта информация позволяет диспетчеру принимать оперативные решения. В ведении ПАО «Якутскэнерго» тысячи километров линий электропередачи по республике, и как только где-либо выявляется неисправность, начинается работа по ее устранению. Каждый диспетчер отвечает за отдельный участок и следит за работой оборудования. В случае аварийной ситуации принимает решение, отвечает за ее ликвидацию. Все сигналы по городу Якутска поступают к сменному дежурному диспетчеру. Отправляю оперативно-выездную бригаду на место по принятому адресу. Те уже определяют, что там случилось, либо какая неисправность. Собирается ремонтная бригада, либо определенные службы по характеру повреждения оборудования. И потом уже ликвидируется. В нашем случае решено отправить бригаду на место аварии. Для этого готовится целая команда. В суровых условиях севера отсутствие электроэнергии может привести к серьезным последствиям, и потому бригада работает быстро и слаженно. Сейчас собираешь технику, подгоняем КМУшку, грузимся и выезжаем. Сейчас в данное время я подготавливаю наряд допуска. Все, поехали. В день поступает по несколько сигналов. Бригада энергетиков незамедлительно выезжает на вызов и устраняет неисправность. В день, например, максимум 3-2 постановки. Ну, случаев много бывает, опоры сбивают. Такое тоже бывает. Причины аварийных ограничений электроэнергии бывают разные. Наиболее часто является воздействие сторонних лиц, наезд автотранспорта на опоры ЛЭП, несанкционированные земляные и буровые работы, при которых происходит повреждение высоковольтных кабелей, возгорание опор и энергооборудования при неосторожном обращении граждан с огнем. Незаконные подключения к сетям в обход приборов учета также становятся причиной частых отключений из-за перегрузки сети. Внешние климатические условия, резкие перепады температуры воздуха, образование
изморози, на проводах так называемый куржак, порывистый ветер более 15 метров в секунду, а также приближение на недопустимое расстояние при провозе негабаритного груза или же при несанкционированных работах с подъемными механизмами в охранных зонах высоковольтных линий. Чтобы своевременно успеть устранить аварию, необходимо, чтобы каждый сотрудник знал свое дело. Пока часть составляет расчеты, другие начинают готовить место для бурения. Сначала буримся, ставим пасынок, опору прицепляем на пасынок, потом уже будем уже подключаться. И, наконец, вся работа выполнена, неисправность устранена. 133-й наряд опыт закроем, работу закончил, бригаду удалил, заземление снял, группу включил. 16:05, наряд закрыли. 16:05, наряд закрыли. В квартирах вновь загораются лампочки, и жители могут продолжить заниматься своими делами.